Толубай Джалилов начал выращивать абрикосы раннеспелого сорта. Садовод закупил саженцы в Турции и посадил их на 7 гектарах земли. Свой сад он поливает с помощью капельного орошения. Почему мы решили использовать систему капельного орошения? Потому что вместе с ней наши деревья полноценно получают минеральные удобрения и витамины. Благодаря такому методу саженцы хорошо питаются. Вода поступает непосредственно к корням. Всего садовод обрабатывает 20 гектаров земли. И нужно сказать, что раньше это была бесплодная пустошь. Чтобы облагородить землю, сельчанин вместе со специалистами приложили много усилий. Пробурили скважину глубиной в 160 метров. Построили водохранилище емкостью в 6500 кубических метров. Для системы капельного орошения установили необходимое оборудование. Мы используем здесь научный подход. Наш садовод – человек с развитым кругозором. Еще со времен Союза он изучает это дело и всегда знает все новости из этой сферы. Поэтому он обратился к нам. Мы сами специалисты по водному хозяйству. Даже при Союзе эти земли не использовались в хозяйственной деятельности. Но с этого дня, благодаря нашим усилиям, мы планируем, что через 2-3 года они будут хорошо плодоносить. Саатына 8 литрин тегерегинде суу чыгып турат. Капельный полив имеет много преимуществ. Он позволяет вдвое сократить расходы воды. Подача воды и удобрений к корням растений позволяет им усваивать до 95% питательных веществ. Такой полив можно организовать на любой местности. Специалисты советуют садоводам Баткенской и Ошской областей переходить на этот метод. Для этого специалисты провели с фермерами информационную встречу. По решению районной комиссии была выделена земля, и наш садовод в прошлом году начал использовать современный метод полива. В этом году этим способом он орошает 10 гектаров земли. Он сам все обеспечил, сам построил, и вы можете все это увидеть своими глазами. Минсельхоз страны уже давно призывает фермеров шире внедрять такие водосберегающие технологии. Отмечается, что это важно в условиях изменения климата и ограниченных водных ресурсов. Мадина Низамова, Адылор Залиф, Татыбюбюкинджи Акунова, Эльтер, Баткенская область.